Как я говорила в прошлом своем интервью, в Советском Союзе язык межнационального общения был русский. Как говорил, по-моему, Маяковский, да? Я русский бы выучил лишь за то, что на нем разговаривал Ленин. Ну что ж, наша цель – сохранить нашу культуру. Я уже однажды говорила, если меня родили мама и папа татары, значит, я татарка. Но я родилась в советское время, значит, я человек советского времени, советского режима. Вот, и мне нравилось мое время. Хотя многие начинают критиковать. Хрущев так. Я говорю, а Хрущев нам давал бесплатно квартиры, Брежнев давал нам интернациональный дух. Мы были и октябрятами, пионерами, комсомольцами. Сейчас это все ушло, как говорится, в область преданий, но все равно это в наших сердцах осталось. Мы все равно дети Советов. В моей перспективе создать в новом городе под названием Московский своего рода театр песни. Это моя давнишняя мечта. Ведь вы уже знаете по предыдущему моему интервью, что я в Баку руководила народным ансамблем татарской песни и танца. Но у меня в коллективе были полукровки. Папа азербайджанец, мама татарка. Папа русский, мама татарка. Или наоборот, полулезгины. К нам даже евреи приходили, потому что коллектив был очень здоровый. Здоровый и духом, и мозгами, и желанием изучить свой фольклор, свою культуру. Они, молодежь, училась в школах, в техникумах, в институтах, но с удовольствием бежали на репетиции. Я им говорила, мы на сцене Дворца культуры имени 26 бакинских комиссаров, мы несем культуру в массы, культуру народов нашего СССР. А после репетиции, пожалуйста, вот вам шейк, вот вам брейк-данс, вот вам твисты. Я им создавала условия. Мой брат, сотрудник, тогда называлось КГБ, сейчас оно ФСБ, но в Азербайджане совсем по-другому, Министерство национальной безопасности. Я считаю, что человек должен прежде всего любить свой родной язык. Ведь родной язык переходит к нам с молоком мамы. Первое слово мы говорим на татарском языке «они». Вот помните, как у Штирлица была, как ее говорили, кодовое название «пианистка», то есть связист, Катя. И когда она пошла рожать, Штирлиц ей говорил: «Катюша, ты же будешь кричать во время родов по-русски, по-российски, мама, мамочка». То есть это ее тогда и выдало. Поэтому мы обязаны просто изучать свой родной язык. А родной язык – это татарский. А татарский – это этнический. Это, вы понимаете, как? Это целый этнос. Это большая группа тюркоязычных народов. Но вот сейчас молодежи я объясняла, что сегодня виновен тот национальный герой любой народности, который выкапывает только своего чистокровного, как Гитлер искал арийцев чистокровных. И молодежи я говорю, чем больше человек знает языков, тем больше ему общаться легче, и тем больше он будет уважаем. Вот я, например, себя считаю уважаемым человеком. Я была делегатом Первого Всемирного конгресса в Казани. До этого был первый съезд Татарского общественного центра. И ко мне очень уважительно относились. За что? За то, что помимо профессии химика я еще консерваторию закончила, профсоюзные курсы, Закавказскую комсомольскую школу и руководила как бы целым концерном, народным ансамблем песни и танца. Это было олицетворение России. Леночка Лопарева корнями белоруска была, но она так вытанцовывала татарскую залиду. Специально для нее я ставила танец барыню. Ее бабушка была моим бухгалтером госинспекции Азербайджана. И я коллектив вывозила везде. Нас приглашали в Туркмению на 170-летие города Красноводск, на пароме. Это знаете, какая радость.
учащимся школ, студентам, в отрыве от родителей, во главе с руководителем. Ну, у меня был, конечно, совет старейшин всегда мне помогал, и родительский комитет. Одной же трудно 25-30 человек охватить. Нас встречали как положено с этими инструментами туркменскими. Тем более мы туда с удовольствием поехали, потому что там были казнены 26 бакинских комиссаров, в куда входили и армяне, и азербайджанцы, и русские. Вы понимаете, это было после Ленина. Революция переметнулась, после Петрограда имею в виду, на Кавказ, в Закавказскую Федерацию, где 3 республики, Армения, Грузия и Азербайджан, входили вот в эту федерацию. Но революция началась именно с моего родного города Баку. Даже у нас в типографии Нина была, где печаталась газета «Искра». Наискосок была моя любимая школа городская, где директором был Шахвелиев Александр Шахович, татарин коренной, казанский. А его супруга, когда-то переехавшая в Грузию, из Грузии в партийную школу в Баку, она преподавала в партийной школе самому нашему президенту и президенту Шеварднадзе. Они уже покойные, светлая им память. Директор моей школы был заслуженный учитель Азербайджана. Ну и я по стопам пошла, получила звание нежданно-негаданно заслуженного работника культуры Азербайджана. Меня Азербайджан, я очень люблю свою республику. Это моя родина, мама, понимаете? Ведь мама та, которая родила, а та, которая вскормила, это вдвойне. Азербайджан мне дал звание, Азербайджан дал мне воспитание, хочу сказать, общественное воспитание, мировоззрение. Азербайджан меня направил в составе правительственной делегации во Вьетнам, но я везде пропагандировала мои 3 культуры – татарскую, азербайджанскую и русскую. Вьетнамцы костюмы мои там смотрели, любовались костюмами. Я себя считаю счастливым человеком только потому, что я люблю свой родной язык. Родной язык – святой язык, отца и матери язык. Как много в этой жизни я постиг через тебя, родной язык. И вот посмотрите, слово «семья», она состоит ведь из цифры 7. Человек должен знать свои 7 поколений. Из 7 поколений нам переходит наша культура, наш этнический вот этот дух, как наши бабушки и дедушки одевались, как они кушали, что кушали, как выдавали замуж. Это называется фольклор. Вот этому я учила молодежь. И с удовольствием шли все национальности ко мне, потому что я шагала с молодежью в одну ногу. Может быть, поэтому я сегодня сохранилась. Мне 70 лет, но я все равно полна энергии. И с удовольствием хожу и в дом Асадуллаевых, и в штаб татар. Мне нравится, что в штабе тоже приходят все национальности. Вот здесь я познакомилась с отцом нашего Филиппа Киркорова, Бедросом. Здесь я познакомилась с азербайджанцами, моими земляками. То же самое в штабе татар. Недавно вот на этой встрече в библиотеке я познакомилась с ведущими учеными РАЭН, Российской академии наук. Понимаете, это очень приятно. Человек должен куда-то в какое-то ядро ходить. Будь то школа, будь то институт, будь то культурный центр. Там человек становится разносторонне развитым. И если я сегодня свои знания, то, что мне передалось из поколения в поколение, от родителей, от соседей, от друзей, от совета старейшин, если я сегодня не передам молодежи, наша молодежь будет слепа. Она будет тянуться к своему родному, но не зная, будут коверкать нашу культуру, будут говорить на китаё-татарском языке, на русско-татарском, понимаете? То есть будет теряться диалект, основной диалект татар Поволжья или же татар-мишарь. Мишарь – это отпочкованные, разбежавшиеся в какие-то периоды исторические, кто во время Ивана Грозного, кто во время раскулачивания. Мы не в ответе за нашу историю.
Вот сегодня мы должны бережно относиться к своей исконной культуре. Вы знаете, когда мне поручили, когда Совет старейшин предложил мне эту должность руководителя, я это приняла, знаете, за основу моей жизни. Я каждый год ездила в Татарстан, в Союз писателей, в Союз композиторов. Я слышала говор казанских татар. Я уже видела разницу между говором мишар и говором казанских татар. То есть это уже диалектически вот такое получается расслоение. То же самое башкирские татары. Корень один, тюркский. И у азербайджанцев, и у татар, и у казахов, и у башкир. Но у всех, соответственно, своему месту проживания получается свой диалект. Работая в Турции полгода в Алании, в период нашего Горбачевского периода, Ельциновского периода, турки ждали новых русских. Там был ресторан «Матрешка» в Алании. Мы с мужем там работали. У нас был прекрасный коллектив, тоже интернациональный. Я там играла немецкие тирольки на аккордеоне. Сама для себя, а немцы кричали «Браво!». Они очень любили калинку. И мы с одной танцовщицей, Татьяной из Одессы, она танцевала, а я пела. Понимаете, я уже неоднократно говорила, лучше худой мир, чем хорошая война. У меня 2 сына. Я хочу, чтобы все дети мира не познали бы, что такое ядерная война, что такое атомная война. Не приведи Господь второй Чернобыль. Это страшно. Вот я была во Вьетнаме, в Южном. Вы понимаете, вьетнамцы, не имея своей техники, они боролись за каждый клочок своей земли. И они победили американцев, которые были оснащены современной боевой техникой. Я плавала по большой великой реке Меконг. Они нам показывали пагоды свои. Я изучала немножко вьетнамский, как они к нам обращаются, все. Многие ученые, вообще есть такая категория людей, которые немножко смотрят на людей искусства, то есть на певиц профессиональных, говорят певичка. Там, если какой-то оркестр, типа это балаган, они глубоко ошибаются. У нас в Баку был мулла, я уже говорила в прошлом интервью, Аббас Хазрат покойный, его сын продолжатель идеи. Он тоже мой земляк оказался. Он закончил в Саудовской Аравии. У нас работал главным ахундом в татарской мечети в Баку. И узнав меня, случайно познакомившись со мной, он попросил меня выступить на моем концерте с теми словами, что я вам показываю дорогу в религии, в продолжатели идей Иисуса, Моисея. Он их сподвижник. Он написал свой Коран, слава Аллаху, слава Господу, что его признали последним заключительным пророком. Он из всех предшествующих религий взял для человека, для землян, все, что самое полезное. Не случайно Коран признавал Лев Николаевич Толстой, Александр Сергеевич Пушкин и многие писатели. Вот я очень уважала Валерию Порохову, оказывается, она тоже была в качестве гостей в нашем штабе татар. Понимаете, надо любить в человеке человека, а не его одежду, не его национальность, не его наречие. Любить самого человека, тогда тебе будет близок его язык, его культура. Чем больше культур... Вот я очень была рада в этом году, и в Татарстане это я когда была, праздновали. Великолепно прошел праздник единства народов. И я фактически благодарю нашу Госдуму, нашего президента, что как бы мы ни были разобщены, СССР раскололся, но все равно все 15 республик работают в Москве. То есть пополняют и культуру российскую, московскую, и казну, и
Я же вижу вокруг тебя и киргизов, и таджиков, и узбеков. Я с ними разговариваю, чуть-чуть тот язык знаю. Они все приезжают сюда с открытым сердцем и говорят, кстати, на русском, а не на киргизском. Понимаете? Мы не можем сказать, что мы вытесняем русский язык. Вот мы сейчас сюда ехали, водитель такси, хороший мужик, Олег, мужчина. И вдруг девчонки говорят: ну, Ряпа, давай порепетируем, пока мы не пришли в штаб. Мы с каких песен начали? Ни с татарских, ни с башкирских, ни с турецких. Мы начали с русских песен. Пели по дороге подмосковные вечера, калинку-малинку, миленький ты мой. Мы начали с русского фольклора. И водитель сказал: впервые в жизни у меня такая хорошая поездка, я с такими людьми. Я говорю: Олег, если вы вдруг случайно увидите нас по телевизору, сможете похвастать. Вот мое пожелание ко всем, и молодежи, и среднему поколению, и старшему: старайтесь передавать все, что вам осталось от ваших дедов, прадедов. Передавайте сегодня нам. Мы будем передавать следующему поколению. И так будет сохранена культура всех народов, и в частности моей татарской нации. У меня, например, в Баку интернационал. У моей сестры муж азербайджанец, бакинский. Племянница замужем тоже за азербайджанского аварца. То есть есть аварцы махачкалинские, а есть аварцы, которые на территории Азербайджана родились и жили. Работник американского посольства, но знает русский, английский. Сестра моя татарка, так в их детях сколько же кровей? Азербайджанская кровь, татарская, аварская, и мама вот этого нашего зятька, полуеврейка, полурусская, понимаете, 5 кровей вот в этом ребенке. Поэтому она сегодня гениальный ребенок, гениальный, талантливый. И пророк Мухаммед говорил: кровь должна очищаться и пополняться другой. Когда смешанная кровь, появляются акселераты, появляются гении своего времени. Обычно у татар говорят: когда приглашают, приглашение надо принять. Потому что когда тебя не приглашают куда-то, тебе это бывает больно. А вот почему меня не позвали, не пригласили? И мне совершенно не важно, кто-то скажет: она ходит туда, она ходит сюда. Я хожу туда, куда меня приглашают. Вот Рустем Файзович очень почтенно, и вся его команда ко мне очень уважительно относится. Мы просто хотим жить в мире, в равноденствии, чтобы все люди были друг другу рады, и чтобы была понятийность, чтобы все мы друг друга понимали. А чтобы понимали, поэтому мы знаем русский язык. Но потихонечку, вот молодежи, они поют, кто-то на гитаре играет. Я по ходу вот этого исполнения я им делаю синхронные переводы, чтобы они знали, о чем они поют. Мы поем и английские песни. Я, например, могу петь, но я, например, чувствую только, о чем там поется. О любви, там, о родине или там о природе. Но когда ты знаешь язык, ты совсем по-другому воспринимаешь ту или иную песню. Когда ты слов не знаешь, тебя трогает сама музыка. Если она тебе по душе, ты ее слушаешь. А вдвойне эта песня тебя тронет, когда ты еще будешь знать слова. Вот так, мои друзья. Приходите к нам в штаб. Будем всегда вам рады. Великий Омар Хайям оставил нам в наследие свои такие строки. К войне и распрям тянется глупец, а к добру и миру тянется мудрец. Вот я всех вас призываю вот к той самой мудрости. Потому что, общаясь с дураком, не наберешься срама. А потому, друзья, послушайтесь Хайяма.
яд, данный мудрецом, прими, из рук же дураков не принимай бальзама.